Крымско-татарские педагоги провели первый в Крыму неформальный педсовет. Подростковый клуб Smart Lab и центр Фиданчех собрали всех в Кизлеве на событие под названием «No Педшура». Что нас сподвигло на проведение этого события, так это, конечно, наш конкурс, который мы учредили, который провели Таселя Нахтары, главной целью которого было создание сообщества крымско-татарских педагогов. Этот НИПЕДсовет – это как постконкурсное событие, в котором мы уже собираем всех наших финалистов и не только. И мы с ними общаемся, узнаем, как у них дела, какие форматы применяют, чему они научились. Hocalar çeşit proyektlerde iştirak ettiler. Gerek masallarda, yarışlarda iştirak ettiler. Ama biz düşündük, onun mutlak bir devamı olmak gerek. Ve bugünkü tedbirimiz böyle rahat, şen muhitte ve mevzumuz deniz, tatil ve No Pedşura. Yani bugünkü tedbirimiz böyle sade pedsovet pedşura değildi. O biraz başka formattan. Hocalar moderatlanalar, oynaylar, yarışta iştirak ettiler ve yanı formatlarını biz bugün gösterilgen formatlarda onlar iştirak edip özünden geçiriyorlar. Хороший учитель, отдохнувший учитель. Педагоги собрались на пляжной вечеринке не только, чтобы окунуться в летнюю атмосферу, но и поделиться последними методиками в преподавании. Я была уверена, что здесь будет полезно, круто, атмосферно, ну и заодно я отдохну. Атмосфера легкости и размеренности не покидала гостей на протяжении всего мероприятия. Желание развиваться и привносить что-то новое – именно это объединило всех. Всегда хотела раньше, чтобы была у нас такая организация не только учителей, но и репетиторов, потому что мы в первую очередь, потому что многие думают, что мы мы конкуренты, а я думаю, что мы прежде всего коллеги, и это здорово делиться своим опытом, делиться проблемами, которые возникают в преподавании, в деятельности. НИПЕДсовет – это не только решение рабочих вопросов, но и разбор психологических аспектов взаимодействия учителей с детьми. Работая с педагогами, ты понимаешь, насколько важно учителю быть в ресурсе, быть энергичным, быть активным, эмоциональным, чтобы передавать знания детям, чтобы передавать ценности детям, воспитывать их, образовывать. И зачастую учителя сталкиваются с синдромом эмоционального выгорания, и не все, к сожалению, понимают и распознают, скажем, этого врага в лицо. Организаторы подготовили кейсы, которые поднимают наболевшие вопросы использования крымско-татарского языка в школе и семье. Конечно же, знание языка, уровень учителя. Ведь среди финалистов у нас были как опытные, маститые учителя, так и молодые педагоги. То есть вот это сочетание опыта, молодости и желания работать, творить на родном языке. Вот это самый главный критерий. Хусусан мен университетте çalışıp, мында көрген яны бір методикаларды келді, яны бір вазифелер, яны бір шекиллер, усуллар көріп, оларны да дәрслеремде, тіл дәрслеремде, амели дәрслеремде кулланмага тырышам. Yani вазифелерим да мерахлы olsun деп, ve uzun 1,5 saat devamında ketken dersimi biraz canlandırmak için kullanam. Keçкен сефер мен эксперт olarak iştirak etken edim. Ve iştirakçılar yapkan vazifelerге, бежірген vazifelerге büyük әвестікнен bakkan edік. Ve bugün böyle bir imkan yaratıldı. Biz de iştirakçı olarak iştirak ettik. Çeşit vazifelerini yaptık. Böyle bir güzel yerde, güzel insanlar arasında yine de Крым-татар тәсілінен bağlı meseleler müzakere edildi. Это не просто встреча учителей, это проект, цель которого – объединять преподавателей. Мы хотим выйти за рамки, мы хотим создать сообщество, чтобы люди друг с другом коммуницировали, контактировали, для того, чтобы развивать вот эти надпрофессиональные навыки, креативность, критичность мышления. Мы все знаем, что в 21 веке наибольшая ценность – это ценность общения. И собирая, наверное, вот коллег в таком живом месте, в таком живом взаимодействии, мы закладываем в них силы, чтобы следующий учебный год начать в ресурсе, чтобы следующий учебный год иметь силы и энергию учить детей, воспитывать наше будущее поколение.